лидером демократического движения Туркменистана, народного движения. Одновременно я являюсь гражданином страны, президент, который подписал своим указом, взял решение о запрете коронавируса в Туркменистане. С этого момента в Туркменистане никто не имеет права заболевать коронавирусом. Но я не об этом. В Туркменистане грубо нарушают права наших женщин. Например, 40% населения, в том числе из них 70% женщин, находятся за пределами Туркменистана, которые выехали до коронавирусной эпидемии. Их дети остались в Туркменистане. Эти люди, которые выехали за пределы Туркменистана, не могут попасть в Туркменистан. Туркменистан не мог выявить этих женщин в Туркменистан. Границы закрыты, все закрыто, дети их плачут на родине, ждут матерей своих. Кроме этого, правительство ходит по домам, выясняет, кого дети находятся, если это родители этих детей, забирает этих детей и ставит их в дома для детей. Тем самым грубо нарушает права наших женщин. Мой вопрос такой. Есть миссия ОБСЕ в Туркменистане. Господин Макрелли уже много лет работает там. Он, естественно, в курсе этих событий. Стоит ли усилить эту миссию в Туркменистане для решения вот этих вопросов? И может ли ОБСЕ влиять как-то на эти вопросы? Или же нам надо рассматривать эти вопросы на других площадках международных, на других демократических конференциях? Вот вопрос. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. One question and then we'll take it back to the crowd as we already immediately trying to relate. So one final question and we'll take it back to the panel. Thank you. I'm Nina. I'm a feminist activist and peace and lesbian activist from Belgrade, from Serbia. And I just